Здравствуйте, в эфире Сабшала. С вами я, Асида Мали. В этом выпуске мы вместе с коллегами расскажем о событиях этого дня и не только. Оставайтесь с нами. Почему взрывчатых веществ не обнаружено? Об итогах проверки сообщений о возможном акте терроризма. Дефицит электроэнергии. В Абхазии вводятся верные отключения. Орган в зеркале эпох. Лука Гадели выступил в прославленном Большом зале Нижегородской консерватории. Бережно культурным и религиозным ценностям обветшавшую кровлю Мокского собора отремонтировали, сохранив первозданный вид. Повышая планку о настоящем и будущем Гудаутской спортшколы в специальном репортаже. Об этих и других событиях этого дня и не только смотрите в выпуске Сабшала. Минувший день был достаточно напряженным. Последовавшие друг за другом телефонные звонки о, возможно, готовящемся теракте во второй Сухумской школе и торговом центре в Гудауте встревожило общество. Сообщение о минировании поступило на пульт МЧС. Спасатели совместно с СГБ и МВД предприняли необходимые меры. Эвакуировали людей, затем отработали кинологи. По итогу сообщили, что взрывчатых веществ не обнаружено. Стоит отметить, что подобные сообщения о минировании второй школы поступают не впервые. В последний раз это произошло в сентябре 2023 года. В одном из комментариев для СМИ министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня сказал, что необходимо усилить меры наказания за ложное сообщение об акте терроризма. Мы связались с юристом, чтобы узнать, какие нормы на данный момент регулируют подобное деяние. Законодательство в Республике Абхазия, которое регулирует подобные деяния, если это, соответственно, лицо, которое в силу своего возраста не может привлечено к уголовной ответственности, скорее всего, с ними будут проводить беседы, с ними, с родителями и поставят на учет. А если это субъект, в силу своего возраста, который может быть привлечен к уголовной ответственности. Статья 308 Уголовного кодекса Республики Абхазия, часть 1. Заведомо ложный донос о преступлении. Преступление относится к категории небольшой тяжести. Наказывается штрафом от 10 до 25 тысяч рублей, либо исправительными работами, либо лишением свободы до 2 лет. В службе госбезопасности завершили проверку по данному делу, и вот о чем сообщает пресс-служба ведомства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту поступивших сигналов о террористической угрозе было установлено, что данный факт является заведомо ложным сообщением, совершенным путем использования цифровых технологий и с применением программ-анонимайзеров, которые затрудняют отслеживание местонахождения злоумышленников. Также следует отметить, что подобного рода провокации на территории Республики Абхазия имели место быть и ранее, при изучении которых было установлено, что указанная деятельность осуществляется за ее пределами. Служба государственной безопасности оценивает данную противоправную деятельность как попытку, направленную на дестабилизацию обстановки в государстве, что является уголовно наказуемым деянием в соответствии с Уголовным кодексом Республики Абхазия. По данному факту Служба государственной безопасности Республики Абхазия проводит дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В Сирийской Арабской Республике в непосредственной близости от посольства Абхазии произошел ракетный удар. В кадрах мы видим, что жилой дом, в который пришелся удар, практически разрушен. В связи с произошедшим министр иностранных дел Абхазии Инал Арзенба сделал заявление, в котором говорится о работе дипломатов в сложных условиях и осудил действия Израиля, идущие вразрез с международным правом и гуманитарными ценностями. Напомню, что дипломатические связи с Сирийской Арабской Республикой установлены с 22 июля 2018 года. Мы связались с послом Абхазии в Сирии Али Мухаммадом, который рассказал о сложившейся ситуации. Сегодня утром, примерно в 10-20 минут, был нанесен ракетный удар по четырехэтажному жилому дому в непосредственной близости от посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике, а именно в район Мези, где расположено большинство аккредитованных иностранных посольств, работающих в Сирийской Арабской Республике. Во время ракетного обстрела я и некоторые сотрудники находились в здании посольства, и ракетный обстрел заставил нас испытать ужасающие эмоции. В настоящее время посольство нашей страны работает в обычном режиме. По предварительным данным,
Есть десятки раненых и погибших. И, как говорится в заявлении министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардземба, такие действия, идущие вразрез с международным правом и гуманитарными ценностями, разрушают основы международной безопасности и международных отношений. Категорически их осуждаем. Черноморэнерго сообщает о том, что в связи с дефицитом электроэнергии вводится верное отключение на 2 суток с 21 по 23 января. С 0 часов 21 числа вступает в работу график до 0 часов 23 января. Значит, у нас сложился дефицит электроэнергии. Чтобы пройти этот период, эти 2 дня, более или менее нормальном режиме, мы были вынуждены ввести график. Сегодня с 0 часов 2 по 2, то есть 4 часа в сутки будут отключаться районы, обестачиваться, и как бы вступает в силу график обесточения. 2 часа будет обесточение ночью и 2 часа будет дневное время. Это во всех районах? Во всех районах Абхазии, да. Для того, чтобы в связи с тем, что критический уровень на самой плотине, на водохранилище, и чтобы эти 2 дня пройти, для этого мы вынуждены прибегнуть к такой мере. Максимально старались не делать этого, но ситуация на сегодняшний день, к сожалению, не позволяет. Во всех районах в одинаковое время будет отключаться? Нет, по-разному будет опубликован график. В этом графике будут наименования подстанций, которые будут обесточены в то или иное время, согласно графику. Смотрите, как складывалось. У нас процентов 30 поступало со стороны Российской Федерации, 70% мы шли на выработки Ингургэса. Та часть перетока, которая была до этого, она, к сожалению, уже заканчивается. И чтобы перейти в новую фазу перетока, нам требуется уйти 2 дня, чтобы выйти в нормальную ситуацию. Оперативно реагировать на любую угрозу, любую чрезвычайную ситуацию – главная задача, объединяющая всех спасателей. Делиться знаниями, опытом, отрабатывать профессиональные навыки и, конечно же, совместно отмечать важные даты – тоже немаловажный элемент сотрудничества спасателей. Поездка делегации МЧС Абхазии в Беларусь связана с хорошим поводом – празднованием 25-летия создания ведомства этой республики. Делегация сотрудников МЧС Абхазии во главе с первым заместителем главы спасательного ведомства генерал-майором Тиграном Делибалтяном были официально приглашены председателем горосполкома Бобруйска, где и проходят соревнования в честь юбилейной даты. Цикл концертов БАЦХ – это традиционное, весьма престижное событие в мире органной музыки. Заслуженный артист Абхазии Лука Гаделя по приглашению организаторов принимает в нем участие, и 19 января в рамках этого фестиваля он дал концерт в прославленном Большом зале Нижегородской консерватории, в котором, кстати говоря, орган той же фирмы, что и в Пицунском храме. По словам Луки Гаделя, орган красочный и позволяет исполнять самую разную музыку. В рамках концертной программы «Орган в зеркале эпох» прозвучало 12 произведений. Отрадно отметить то, что Луке Гаделя ассистировал наш соотечественник, студент Нижегородской консерватории, органист Валерий Барганджия. Мне очень приятно было получить это приглашение, так как этот цикл концертов под общим названием БАЦХ, что в переводе означает Бах, буквы фамилия Бах, привлекает различных именитых органистов России. И мне очень было приятно, что меня тоже пригласили выступить в рамках этого цикла. Программа у меня разнообразная для широкой аудитории, так как я играю в консерватории, конечно, у меня представлены классические произведения, которые написаны для органа. Это и композиции Иоганна Себастьяна Баха, пьесы французских композиторов. Составил программу таким образом, что у меня эти традиционные классические произведения переплетаются с моими транскрипциями. В частности, прозвучит знаменитая «О Фортуна» из кантаты Кармина Бурана Карла Орфа. Прозвучит музыка из кинофильма «Интерстеллар» Ханса Циммера. То есть этот инструмент, этот орган Нижегородской консерватории, он достаточно красочный и позволяет исполнять на нем музыку различных эпох и различных стран.
На этой неделе православный мир отметил свой главный праздник – Крещение Господне. Согласно церковному преданию, еще в 55 году нашей эры в Абхазию пришли проповедовать христианство ученики Иисуса Христа. С давних времен святые места нашей республики являются местом паломничества. Мокский собор Успения Пресвятой Богородицы в числе древнейших христианских святилищ, привлекающих и особой энергетикой, сооружение которому более 10 веков нуждалось в частичном ремонте. Кровля была изношена. За счет резервного фонда Кабинета министров Абхазии кровлю полностью заменили. В золотых лучах январского солнца Мокский собор принимает постояльцев с распахнутыми дверями. В соборе Успения Пресвятой Богородицы, построенном в далеких 960 и 970-х годах абхазским царем Леоном III, похоронен князь Абхазии Михаил Шервашидзе. Храм просуществовал многие века как кафедральный храм Абжуйской епархии. Когда-то он был великолепно украшен изнутри. Своды и стены покрывала искусная фресковая живопись. Мозаика, алтарь отделял мраморный иконостас с колоннами. Пол был украшен орнаментом. Снаружи архитектурное сооружение декорировали всевозможные разные каменные карнизы. Однако конец 17 столетия выдался самым непростым. Собор был разграблен. Место было покинуто и заброшено. Пропали многочисленные реликвии. После разгромов и последующих восстановительных работ сооружение дожило до наших дней в относительно хорошем состоянии. Все основные элементы уцелели, но уже представлены в дизайне XIX века. Интерьер и отделка храма довольно простые. На стенах можно разобрать несколько оставшихся ликов святых. Это светлое атмосферное место обладает удивительной энергетикой. Во время съемок священнослужителей не оказалось на месте. Они готовились к предстоящей ночной службе в ночь на Крещение Господне в Каманском монастыре. Несмотря на их отсутствие, собор не прекращал работу и был открыт для гостей. Богослужения здесь проводятся нечасто. Во время дождливой погоды на протяжении последних 7-8 лет служба и вовсе не могла проводиться. Кровля собора сильно обветшала и повсеместно протекала. В 2023 году были выполнены работы по замене кровли на Мокском соборе. Данный объект был профинансирован за счет резервного фонда Кабинета министров Республики Абхазия. По поручению руководства страны была составлена сметная документация, после чего объект был профинансирован и подрядчик приступил к работам. Сметная стоимость данного объекта составляет 5 768 000 рублей. Мокский собор возведен по особому типу церковной архитектуры, который включает в себя 5 главных куполов или шатровых форм. Потому было важно сохранить первозданный стиль и провести работы из качественных материалов. Хоть и нестабильная погода была дождливая, все работы были завершены спустя 2,5 месяца. В середине декабря уже работы были все закончены. На данной крыше, значит, поэтапно была демонтирована вся жестяная деревянная часть крыши. Затем была сделана так называемая фальцевая новая кровля. Конечно же, не нарушая первозданный облик, ну и при этом же придерживаясь всех норм и стандартов в строительстве. Сама кровля отличалась своей такой неповторимостью, так как у нее разноуровневая структура кровли, состоящая из множества таких сложных узлов, и каждый этот узел свою определенную функцию нес. И на каждом этом узле, получается, мы устанавливали множество фасонных элементов, всяких таких нестандартных деталей, которые вручную в основном делали. На специальном таком фальцепрокатном станке изготавливались изделия, двойным стоячим замком стыковались друг с другом. И все материалы, которые использовали, это очень качественные материалы. Сама крыша, вот эта фальцевая, она очень надежная, будет служить много лет. Демонтированные элементы старой кровли по просьбе местных жителей строители не вывезли. По хозяйству всякое пригодится. Главное, что в возведенном более 10 веков назад соборе в дождливую погоду теперь будет сухо. По словам инженера службы технадзора управления капитального строительства Михаила Куркунава, в скором времени приступят к ремонтно-восстановительным работам кровли Бедийского собора. Асида Малия, Рамо Камкия, Абхазское телевидение.
Куда уходит молодежь с улиц? Конечно, в спорт. По крайней мере, в Гудауте дела обстоят именно так. Особое внимание уделяют занятости и развитию подрастающего поколения. В разных секциях спортивная детская юношеская школа имени Михаила Чачпа в настоящее время занимаются до 700 школьников. И с каждым годом их количество растет. Моя коллега Гугуца Вардания подготовила репортаж о буднях, достижениях и планах спортшколы. И, конечно же, пообщалась с юными спортсменами. 2:30 в стенах Гудаутской спортивной школы оживленно, ведь именно в это время дети с нетерпением бегут на занятия в разные спортивные секции. Например, в этом большом зале сейчас тренируются волейболистки. Изначально я вообще ходила на танцы 3 года, но я поняла, что это не мое немного. Я больше любитель таких активных видов спорта. И я ушла с танцев и решила прийти на волейбол. Вот. И мне прям очень нравится. Я, если честно, немножко жалею, что я раньше не пошла на волейбол. Желание заниматься спортом отмечают и тренеры спортсменов. Кандидат в мастера спорта по волейболу Галина Голицына работает в Гудаутской спортшколе уже 7 лет. Тренер отмечает, что с дисциплиной у детей все в порядке. Все дети хорошие, послушные. Слава богу, приходят, тренируются без всяких проблем. У меня младшая группа. Самый маленький ребенок у меня ходит в 1 класс. Мы набираем детей, все желающие, которые хотят приходить на волейбол, все приходят, мы всех принимаем. В здоровом теле здоровый дух, а еще лучше, когда есть не только желание заниматься спортом, но и созданы все условия. Этому способствует дирекция школы при поддержке Гудаутской администрации, правительства, депутатов парламента и местных жителей. Так, например, в прошлом году в одном из залов был проведен капитальный ремонт, ведь здесь часто проходят соревнования международного уровня. Вышли с письмом, с просьбой премьер-министру Александру Золотинсковичу. Они моментально отреагировали, за короткое время полностью восстановили нам. Капитальный ремонт был. Здесь покрытие, посмотрите, оно проциклевали, лак хорошего качества. По всем технологиям необходимым все было проведено. Спортшкола была сдана в эксплуатацию в 2016 году. Но есть же какой-то износ, здесь детишки. Тем более у нас на сегодняшний день в школе учатся 697 детишек. Здесь 11 видов спорта. Здесь иногда проходят разного рода турниры, там просьбы есть, там, к примеру, детские садики могут провести какие-то веселые старты, и износ свой есть. И вот сейчас восстановили его полностью. Щиты мы поменяли, баскетбольные, новые щиты. Стены все были покрашены. И вот благодаря администрации города Баграт Боджгу Фазылбеевичу и депутатам Народного собрания, они нам сейчас выделили, приобрели нам свет, именно необходимый для этого зала. На хорошую сумму вышел 903 тысячи рублей, только приобрести именно это фонари. Буквально на днях начнут работу установка этих фонарей. Все меняем, у нас свой бюджет из спортивной школы, и нам помогает и администрация спортивной школы, и горожане, которым я благодарен. Здесь много чего было сделано именно руками горожан. Но вот в позапрошлом году был сдан, отремонтировано. Полностью оборудованные и другие залы. В этом помещении занимаются вольной борьбой. Здесь есть маты, беговые дорожки, канаты. Здесь занимаются до 150 детишек. Он оборудован всем необходимым. И мы периодически маты меняем. Маты надо менять, там все равно износ есть. Недавно буквально мы новые положили. Канаты меняем, там беговая дорожка у нас есть. И вот это все получается новое, обновленное. Обновленное, да. И детишки все, практически все одеты в экипировку. Мы стараемся покупать. В прошлом году как раз мы купили 115 комплектов тренировочной формы. В Гудаутской спортшколе 11 секций. Это волейбол, футбол, баскетбол, вольная борьба, карате, тайский бокс, шахматы и другие. Тренер высшей категории Альберт Карапетян доступно и ласково объясняет маленьким шахматистам, как взять короля в плен, а точнее поставить шах и мат. Итак, мы показали первый ход. Пешка выдвигается в какую часть доски? В центр, правильно, и захватывает центральную часть. Ход черных. Черные также могут сыграть. Давайте повторяем. Это младшая группа по шахматам. Детям здесь от 5-6 до 9-10 лет. Несмотря на столь юный возраст, кому-то уже удалось поставить своему сопернику шах и мат. А некоторые впервые пришли на занятия. Я только сегодня пришел, а мне 9 лет.
Ну как тебе первое занятие? Нормально пока что. Завтра придешь? Да. Лука, сколько ты уже сюда ходишь? Либо 5, либо 6. Ты уже в 6-й раз сюда пришел, да? И как тебе занятия? Нравится. А до этого ты шахматами интересовался, где-то смотрел? Да. Да? То есть ты сам попросил, да? Нравится тебе здесь? Да. Ты уже с кем-нибудь партию играл? Да. Ну как это было? Отлично. Отлично. Ты выиграл? Иногда выигрывал. А сегодня с кем-нибудь сражаться будешь? Да. Понравилось, я захотела сюда сама, попросила маму. Мне 6. Тебе нравится здесь? Да. В Гудаутской шахматной секции обучаются большое количество детей, около 80 детей, и мальчиков, и девочек. У нас 3 группы, младшая, средняя, старшая. Дети приходят с удовольствием, интересуются, и шахматы помогают и в школе, тем более в таком возрасте. Математика, и точные науки, и память улучшается. У нас много хороших игроков, призеров по Абхазии. Мы также выезжаем в Федерацию Российскую, где мы завоевываем призы. Есть и чемпионы Абхазии в разных группах возрастных. Самая большая секция в школе, конечно, футбольное. Занятия проходят на мини-поле, которое тоже было благоустроено. Здесь поменяли покрытие, освещение, сетку, коммуникации, установлены камеры видеонаблюдения. В этом помогла администрация Гудауты и горожане, которые очень любят свой город. Сейчас здесь занимается команда футбольной академии Гудауты. Хожу уже на футбол 5 лет. А тебе самому сколько лет? 10. Ну как тебе занятия? Ну, люблю заниматься футболом и занимаюсь. И буду заниматься. А скажи, пожалуйста, тебе посоветовали или тебе самому понравилось? Ну, мне папа посоветовал. Сначала я не хотел, папа говорил, но потом пошел на тренировку, и мне начало нравиться, и я начал ходить на него. Уже гол забивал? Да. А в соревнованиях участвовал ты? Да. А в каких, помнишь? Ну, в Сочах участвовал. Может, у тебя есть какой-то твой любимый футболист, которому ты подражаешь и на которого ты хотел бы быть похожим? Наверное, Криштиану Роналду. Команда футбольной академии Гудаута, она образовалась сравнительно недавно. Детишек у нас больше 100 человек. Возраст детишек самый старший — это 12-го года рождения, там 11 лет детям. И идут помладше, там 14-го, 15-го, 13-го и 16-го вот мы недавно набрали. Тренируемся через день, постоянно, на свежем воздухе. Детям приятно, для здоровья. Ну, какие успехи у вас? Выезжаете, соревнования? Да, конечно, мы выезжаем на соревнования. И бывает, когда проигрываем и выигрываем. Ну, это нормально. То есть без поражения не может быть побед. Но сейчас для нас победа — это не самое главное. Самое главное, чтобы юным футболистам привить любовь к спорту и, в частности, футболу. Этого мини-поля для маленьких спортсменов достаточно, но более взрослым футболистам здесь тесновато. И одно из самых заветных желаний спортсменов – большое футбольное поле. Нам обещают в этом году начать строительство футбольного поля. Так как у нас до 300 детишек, мы не вмещаемся, у нас уже наше поле находится уже в плохом состоянии. Но знаю, что проект готовится. Именно в Бамбурах. Футбольное поле, чтобы мы могли круглосуточно там тренироваться. У нас столько групп, а тем более сегодня тот же и футбол дают свои плоды. И вот хочу отметить, именно воспитанник Гудаутской спортивной школы сейчас находится на просмотре в Анталии, это Лука Богателя. Также контракт подписал с дублем Казани Мукба Енрик. Мальчик Леон Айба в ЦСКА находится. Да, это Гога Кабля находится в Москве, подписал контракт. Он действующий футболист. И также борцы, много борцов находится в России, принимают участие, боксеры. Вот и также можно похвастаться, это гордость нашего воспитанника Гудаутской спортивной школы Илан Гвазава.
А еще здесь хотят открыть секции домино, самбо, стрельбы из лука и плаванию. Ведь школа носит имя знаменитого советского пловца Михаила Чачва. У нас отсутствует плавание. Вообще желательно ребенка задействовать с 4 лет на плавание, чтобы или на гимнастику, на акробатику. А потом уже со школьного возраста можно определять ребенка на любой вид спорта, где он более подходит. У нас бассейна нет, но сейчас вот тоже по большому теннису здесь наши горожане с помощью администрации, вот есть территория, тоже вот в санатории бывшая Волга, вот, будет по большому теннису. И в старое время, в советское время, и в наше послевоенное время в этих стенах вырастили чемпионов мира, Европы, и чемпионов России, призеров олимпийских. Сюда хотели бы приходить не только дети, но и взрослые. Однако пока, к сожалению, в этом спортивном учреждении не хватает места. Да, у нас, правда, мало места, чтобы всех желающих вместить в эту школу у нас не получается. Всех детей тоже иногда, да? Ну, детей мы все равно стараемся. Нету такого, чтобы отказ был касаемо детей. А вот именно с горожанами, с взрослыми приходится иногда отказывать. Иногда нет, отказываем. Потому что у нас по времени мы никак не укладываемся, у нас нету места. Много борцов желающих, много людей, которые хотят заниматься волейболом, баскетболом. Школа не умещает. Вот уже 2 года в Гудаутской спортивной детско-юношеской школе проходит добрая акция, в которой воспитанники учреждения пишут письма с желаниями Деду Морозу. В этом году писем было около 170. 9 лет, вольная борьба, спортивный костюм попросил. Вот еще дальше письма. Борцовки. Вот здесь написано было: вольная борьба, хочу пультовую машинку и бомбочки. Ну, бомбочку он в школе не взрывал, он на улице. В общем, Гудаутская спортивная школа стала не только местом, где воспитываются чемпионы, но и, как вы уже успели убедиться, большой дружной семьей. Гугу Савардания, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Сейчас расскажем о других новостях этого дня. 20 января примерно в 14:20 на республиканской трассе на территории Бзыбского моста произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба МВД, по предварительным данным, причиной послужил сильный порыв ветра, в результате которого сорвалось крепление большегруза и на проезжую часть перевернуло контейнер. Он обвалился на движущийся по встречной полосе автомобиль «Волга». В результате несчастного случая пострадали 2 граждан. Погиб водитель «Волги». На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. В связи с ДТП движение автомобилей на Бзыбском мосту было временно ограничено. На этом мы завершаем наш субботний выпуск и желаем вам хороших новостей. До новых встреч!